Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Аппарат МРТ из Нидерландов в столичном кардиодиспансере готовится к подключению нового оборудования. Сегодня День народного единства. Первые якутяне приняли участие в большом этнографическом диктанте. Необычный гость для северных широт. В Ленск доставили фламинго, найденного на чаендинском месторождении. Молодой мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Лена. Накануне, примерно в 16 часов, водитель автомобиля Toyota Camry, по предварительным данным, на большой скорости не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с грузовым автомобилем. В результате ДТП 35-летний мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Пассажир получил тяжелую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в реанимацию Нерюнгринской районной больницы. Водитель большегруза не пострадал, был трезв. Причины и обстоятельства трагедии установит следствие. В столичном кардиодиспансере готовятся к подключению нового высокотехнологичного аппарата МРТ. На сегодняшний день практически все готово для ввода оборудования в эксплуатацию. Проведена вся необходимая инженерия, изоляция и отделка помещения. Томограф нидерландского производства подключат по мере готовности общих строительных работ в кардиодиспансере. Запуском оборудования займутся специалисты компании Philips, которые специально прибудут в Якутск. В настоящее время строительные работы в здании завершены на 85%. Появление нового аппарата МРТ на 1,5 Тесла и вот с особенностями внутреннего устройства и увеличенным кардионейропакетом позволит получать такие изображения, которые будут необходимы для проведения очень таких высококлассных, высокотехнологичных медицинских операций на сердце и на сосудах. Компьютерные вот эти программы, мы называем их пакетами, да, и они позволяют вот нейро- и кардиопакет именно прицельно работать именно на этих двух составляющих органов. С введением системы QR-кодов многие мирнинцы не могут попасть в общественные места. В театрах, кафе и спортивных объектах требуют сертификата вакцинации. Как быть тем, у кого медотвод, заменит ли медсправка QR-код? Подробности у наших коллег. В Якутии с 20 октября действует новая пропускная система. Это значит, в театры, кино и спортивные объекты, а с сегодняшнего дня в кафе и рестораны можно проходить только при наличии QR-кода. И тут возникают вопросы, а как быть тем, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям? О такой ситуации только в Инстаграме Алмазного края рассказали десятки. Александра Гукингеймер получила медотвод из-за аллергии на определенную категорию препаратов. Не может теперь пойти в бассейн, хотя врач рекомендовал дважды в неделю заниматься плаванием. У женщины проблемы с позвоночником. Для меня это вот прям беда. По-другому не скажешь. То есть вот, как бы то, что я прошла. Заседание, все дали мне медотвод, но в бассейн попасть все равно не могу. И что делать? Как это решить? Выход есть. Чтобы попасть в общественные места, можно предоставить результаты свежего ПЦР-теста. Он действует 72 часа. ПЦР-тест стоит 3300, что нецелесообразно за каждое посещение 3300. Это очень дорого, особенно для тех, кто не работает. Как показал опрос в соцсетях Алмазного края, из 365 респондентов каждый 8-й имеет медотвод. Справку выдает комиссия. Постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции дается в тех случаях, когда были подтвержденные медицинские случаи, записи подтвержденной медицинской документации, в случае анафилактического шока, в случае ангионевротического отека квинки. В всех остальных случаях все случаи являются временными. Медотвод от прививки не заменит QR-кода. Ведь если человек не вакцинировался или не переносил COVID-19, у него в крови нет антител к инфекции. Соответственно, среди всех групп именно эти люди наиболее уязвимы к вирусу. Наличие медицинского отвода может говорить о проблемах со здоровьем. Значит, у человека есть риск того, что, заболев ковидом, он будет иметь серьезные последствия. Таким людям рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест и соблюдать режим самоизоляции.
Система QR-кодов в республике сохранится и после локдауна. Об этом сообщил руководитель региона Айсен Николаев на заседании Республиканского оперштаба. Иванна Филиппова, Александр Еремин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Идем далее. Дипломантом Славянского форума международного уровня стал писатель из Ленска Сергей Москвитин. Он завоевал награду в международном поэтическом конкурсе «Золотой грант Германии». Произведения ленского писателя как в поэзии, так и в прозе, а также краеведческие издания известны далеко за пределами Якутии. Сергей Москвитин принимает поздравления, встретилась с писателем и наш корреспондент Анна Кожевникова. Сразу 3 диплома международного уровня пополнили копилку наград известного ленского писателя, поэта и краеведа Сергея Москвитина. Он стал участником в 2 номинациях Славянского литературного форума «Золотой Витязь» и поэтического конкурса «Золотой грант Германии». Об этих значимых в писательской среде конкурсах Сергей узнал из электронного журнала «Литера». Такую высокую оценку творчества получить приятно. Буквально позавчера знакомая писательница из города Ярославля мне позвонила и поздравила меня с тем, что 2 мои книги были отмечены дипломами. Что может быть компетентнее, нежели жюри международного конкурса, такого престижного, как «Золотой Витязь». Попечителем этого конкурса, оказывается, является сам президент России. В 17-м международном литературном форуме «Золотой Витязь» участие приняли 358 произведений из 21 государства мира, среди которых не только страны постсоветского пространства, но и европейские, а также Соединенные Штаты Америки. Сергей Москвитин завоевал дипломы в 2 номинациях с книгами «Светоносные встречи» и «Подарок из ноосферы». Мы очень рады нашего земляка, детская библиотека города Ленска. И я лично поздравляю его с этой наградой. Вот его книга, которая «Подарок из ноосферы», как раз завоевала там награду. Она у нас уже в библиотеке есть, их 3 экземпляра, она пользуется спросом. Потому что, к сожалению, наверное, не так много наших местных авторов пишут о краеведении, пишут о нашем родном крае. И это чуть ли не единственный литератор в Ленске, который пишет для детей. С произведениями Сергея Москвитина малыши знакомятся, что называется, из первых рук и уст. А девочка всех говорит: давайте мы его проучим. И они после школы взяли его и отмутузили. И больше он к ним уже не приставал. Строчками своих произведений Сергей Москвитин дотягивается до сердец читателей в разных уголках нашей бескрайней родины и даже за ее пределами. А это ли не наивысшая награда для писателя? Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Первые якутяне приняли участие в международной акции «Большой этнографический диктант». Представители национально-культурных объединений Якутии написали диктант в единственной офлайн-площадке в Доме дружбы народов имени Кулаковского. «Народов много, страна одна». Под таким лозунгом в 6-й раз пишут «Большой этнографический диктант». Акцию, напомним, проводят в единый период с 3 по 7 ноября в онлайн-формате на сайте miretno.ru. И традиционно приурочена она к празднованию Дня народного единства. А Национальный художественный музей республики в честь Дня народного единства проводит Дни открытых дверей. Какие экспозиции представлены для посетителей музея, нам расскажет мой коллега Дмитрий Темыров. Он с нами на прямой связи. Дима, здравствуй, я передаю тебе слово. Все, Семен. Семен уже начало. Ага. Коллеги, здравствуйте. Ну и сейчас мы находимся, как уже было сказано, в Национальном художественном музее. Сегодня в рамках Дня народного единства здесь проходят Дни открытых дверей. Здесь работает несколько экспозиций. Одна из них это постоянная. Это получается у нас экспозиция русского народного творчества. Давайте пройдем. И в рамках этого дня здесь проходят мастер-классы. Как вы видите, здесь сотрудники музея для участников и для посетителей сегодняшнего дня, выставок и так далее проводят различные мастер-классы, викторины и тому подобные мероприятия. Ну а я хочу сказать, что в рамках сегодняшнего дня здесь на разных этажах музея проводятся мастер-классы, есть различные временные экспозиции, также экспозиция привезенных из других музеев нашей страны и других объектов культуры. Ну а более подробно, какие мероприятия здесь будут проводиться в рамках сегодняшнего дня и до конца этой недели, нам более подробно расскажет сотрудник
музея. Здравствуйте. Ну, расскажите вообще, вот как сегодня работает музей, и сегодня вот в рамках Дня народного единства вы представили несколько экспозиций. Что это за экспозиции и вообще, что вы сегодня предлагаете жителям и гостям столицы? Добрый день. 4 ноября, в День народного единства, ежегодно в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия и в картинной галерее академика Афанасия Осипова проходит День открытых дверей. И в этот праздничный день всем жителям и гостям столицы республики предоставляется возможность бесплатно посетить коллекции, экспозиции музея, также временные выставки. Ну, помимо постоянной экспозиции, представляющие творчество, произведения зарубежных, отечественных, якутских художников. У нас на 2-м этаже проходит персональная выставка живописца Марианны Михайловны Лукиной. До 14 ноября она будет продолжаться. Также ко Дню матери у нас из фондов музея проходит выставка «Моя Мадонна». И сегодня мы на 3-м этаже представили временную экспозицию, представляющую народные промыслы России. Ну и помимо посещения постоянных экспозиций, временных выставок, у нас для ограниченного количества людей, для организованных групп проходят интересные тематические экскурсии, которые проводят наши сотрудники. Но и не только Днем открытых дверей музей ограничивается. Всероссийская акция «Ночь искусств-2021» ежегодно проходит тоже в рамках народного единства. И мы присоединяемся к этой всероссийской акции в этом году уже 8-й раз. И 2-й раз в связи с пандемией мы проводим в формате онлайн. Данная акция всегда проходит под девизом «Искусство объединяет». И в этом году объявлена тема традиции Руси. И так как в коллекции, в собрании Национального художественного музея представлены все виды и жанры изобразительного искусства, произведения зарубежных, отечественных мастеров, представлена широкая панорама искусства Якутии, также представлены народные промыслы России. Это важнейшие центры лаковой миниатюры России Палях, Мстера, Федоскина, скопинская и балхарская керамика, филимоновская и дымковская игрушка и много-много другое. Поэтому мы в вечерней, в онлайн-программе постарались отразить многообразие культур и многообразие коллекции нашего музея. Поэтому сегодня мы приглашаем всех жителей и гостей присоединиться к данной акции, проводимой Национальным художественным музеем, на наших онлайн-площадках, на официальном сайте sahamuzеем.ru, в наших социальных сетях Сахамузеем 1928. Начиная сегодня с 7 вечера, каждые полчаса до 22:00 будут проходить интересные в виде экскурсии, арт-минутка для детей. И в 2021 году наш музей стал, то есть совместно с Гёте-институтом проводил арт-резиденцию. К нам в Якутск приезжала финно-лапландская художница Таня Коистинин, и по итогам арт-резиденции она представила выставку «Письмо реке». И как раз-таки в рамках Ночи искусств мы представим ее авторскую видеоэкскурсию. И в конце также у нас будет онлайн-презентация проекта «Материально-духовная культура народов Якутии в музеях мира», участником которого стал Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. Поэтому для разных категорий граждан, от наших самых маленьких зрителей до взрослой аудитории, в рамках Ночи искусств, в рамках нашей онлайн-программы, каждый может найти для себя что-то особенное, что-то важное. Поэтому приглашаем всех присоединиться. Хорошо. Ну, а я хочу в конце сказать, что да, это действительно уникальный шанс. Это неделя, получается, неделя выходных. И в эти дни мы призываем вместе с сотрудниками музея и вообще объектов культурных учреждений посещать вместе с семьей объекты культуры нашей столицы. На этом у меня все, коллеги. Дима, спасибо за информацию, но мы продолжаем выпуск.
Сегодня утром в Ленск доставили фламинго. Напомню, птицу нашли на 73-м километре Чаендинского месторождения. Привезли находку спасатели. Анна Литвинова, у которой находился последние 2 суток Гриша, так прозвали фламинго, после поездки с месторождения доставила птицу в ветеринарную службу Ленска. По внешним признакам сотрудники клиники сделали заключение. Фламинго истощен, температура тела ниже положенной. Остается надеяться, что Гриша справится с недугом и останется жив. Дальнейшее место жительства экзотической птицы пока неизвестно. Ее судьбой должны заняться федеральные службы. А пока птица на передержке у Анны Литвиновой. Ну, мы связались с Министерством экологии, они его ждут. Сегодня его должны будут осмотреть ветеринары, и они должны определять. Но я бы, конечно, все-таки хотела, чтобы он остался в Якутии, потому что я знаю, что в Якутии тоже живет фламинго. Ну, как-то вроде в Якутии нашелся. Ну, а так не знаю. Газпромнефть-Заполярье тоже, в свою очередь, говорят, подключились и узнали, что есть заповедники для фламинго в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.